28 миллионов 600 тысяч рублей в качестве поддержки на этой неделе получили 4 театра республики. В их числе основанный в прошлом году молодежный театр Коми. Он пока не имеет собственного здания, но уже выступил с премьерой. О далеко идущих планах молодого театра Анна Зубарева. Молодежный театр открыли в Коми в прошлом году. Пусть пока без своей крыши над головой, но главное же – начать. Пока спектакли проходят в стенах Академического театра драмы имени Виктора Савина. К слову, его руководитель Михаил Матвеев по совместительству занял должность директора свежеучрежденного храма Мельпомены. Премьера молодежного театра планировалась еще на весну этого года. Однако из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции была перенесена на осень. Долгожданный первый показ состоялся 20 сентября. Артисты представили зрителю комедию Николая Гоголя «Игроки». Поставил ее на сыктывкарской сцене 27-летний режиссер из Санкт-Петербурга Хуго Эриксон. Это новое прочтение классики, где запахи, сложная световая партитура, исключительно живая музыка. Постановка в стиле постмодернизма с игровыми элементами и кинематографическими приемами. Угодно ли вам снять? По признанию Михаила Матвеева, работа с молодежным театром – это, безусловно, серьезная дополнительная нагрузка на театр драмы. Но ситуация сегодня складывается таким образом, что необходимо дать новичку возможности для развития. Сейчас эти два учреждения культуры взаимодействуют, помогают и обогащают друг друга. Новый театр активно участвует в получении федеральных средств. Это ресурс для больших новых постановок и, конечно, творческий и производственный потенциал. Как раз такие задачи и ставятся. Не дублировать функции и те направления, которые сегодня реализуют наши имеющиеся театры, да, классические театры, театр драмы имени Виктора Савина, Национальный музыкально-драматический театр, если говорить про драматическое искусство. Именно работать в таком новом направлении, которое сегодня, к сожалению, не имеет такого пристального внимания, не имела такого пристального внимания, и работать для молодежи, для подрастающего поколения, для юного зрителя, именно на эту категорию жителей Сыктывкара, республики и гостей нашего региона. Сегодня деление в актерах между двумя театрами условное, потому что подготовкой всех артистов занимается драматический. Но для развития молодежки был проведен дополнительный набор из выпускников театрального отделения. Их будут дальше обучать в специализированных вузах Москвы и Екатеринбурга. Как таковых артистов молодежного театра пока что единицы. В самом деле у молодежного театра на данный момент всего 4 актера, взятых в штат. Это связано с тем, что у молодежного театра еще нет своего здания. Но у республики есть цель – создать площадку для выражения творчества и остановить отток кадров. Если молодые едут туда, где больше возможностей, значит, надо создать все возможности дома. Театру ждут новые условия. В планах в 2021 году начать строительство собственной площадки. Изначально предполагалось, что местом службы труппы молодежного театра станет кинотеатр «Октябрь». Но недавно от идеи отказались. Причина в небольшом размере строения и его близости к жилым домам. По свежим данным, здание театра разместят на территории бывшего Сыктывкарского механического завода. Планируют организовать здесь полноценный арт-квартал. Этакую творческую площадку возможно даже с филиалом Государственного центра современного искусства. Проектная документация будет сдана к концу нынешнего года. Сейчас ведутся работы с собственниками объектов на этом участке. Не за горами тот день, когда у столицы Коми появится новая культурная точка. Директору театра хочется сделать ее со своим лицом, привлечь молодую аудиторию школьников и студентов.
Конечно же, создание молодежного театра – это особая страница в истории культуры нашей республики, Сыктывкара. Почему? Потому что, конечно же, нужно видеть и социальную задачу. Это новые рабочие места, это творческие профессии, которые можно реализовать в этом театре. Но это еще и центр, скажем так, который не просто показывает спектакли, а который интересен, по большому счету, для молодежи. Центр, который будет притворять в жизни самые разные идеи. Место притяжения молодежи. Вот с таким расчетом республика сейчас и развивает концепцию молодежного театра. К слову, уже в октябре он представит зрителям работу санкт-петербургского режиссера Максима Соколова о Сыктывкаре, республике, прошлом и настоящем. Третьим же спектаклем в репертуаре станет постановка Дениса Рассыхаева «Игра в фанты» по пьесе Николая Коляды.